ребята приходят к нам для того, чтобы зарегистрироваться и пройти уже в кампус. Буквально через 10 минут мы начинаем приветственную встречу, на которой объясняем, что и как будет происходить на всем пути обучения в течение 26 дней. Это бассейн, который проходит очно. Мы видим максимально заинтересованные лица, видна их мотивация. Вот этот промежуток времени, наверное, самый интересный в течение первого дня. Все эти молодые люди сделали первый шаг и решили освоить IT-профессию. 200 человек из различных регионов СКФО в течение 26 дней будут проходить отборочный бассейн в бесплатной школе цифровых технологий от Сбера, школе 21 в Магасе, открытой на базе Академии цифрового развития. Благодаря реализации в Ингушетии образовательного проекта группы «Сафмар», предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева в регионе сфера IT выходит на новый уровень. Цель проекта – развитие цифровых технологий и поддержка интеллектуального потенциала молодежи. Сегодня мы запускаем 7-й бассейн с начала открытия школы 21. Напомню, школа 21 – это школа цифровых инженеров от Сбера, и здесь в регионе она открыта на базе Академии цифрового развития. Все это стало возможным благодаря помощи и поддержке Микаила Гуцериева, а также благодаря инициативе главы Республики Ингушетия Махмута Али Калиматова. Мы второй в этом году интенсив запускаем на 200 человек. Это, скажем, полная заполняемость. И очень примечательно видеть полные кластера. Вот как вы видите, за моей спиной находится заполненный кластер для 78 участников. Таких же у нас еще 4 кластера. Сегодня участники уже приступают к первым своим проектам, и учитывая, что у нас максимально практикоориентированное обучение, это прям с первого же дня, скажем, вступает в силу работа методологии peer-to-peer. Это основа нашего обучения. Peer-to-peer переводится как равный равному, и таким образом участники выполняют сложные проекты, максимально короткие, сжатые сроки. Вместе с этим учатся отрабатывать, фильтровать грамотно информацию, также знакомиться друг с другом. И вообще мы замечаем на основе предыдущих интенсивов, что те связи, взаимосвязи, которые налаживаются здесь, с этими контактами ребята идут уже дальше обучаться и на основное обучение тоже. Таким образом могут сложиться и целые команды проектного типа для разработки или выполнения других интересных проектов. Успешно прошедшие отбор будут зачислены на основное обучение и смогут выбрать одно из 15 IT-направлений и освоить до 9 языков программирования. Большинство участников нового весеннего бассейна – молодые люди, средний возраст которых составляет 23 года. Примечательно, что самому младшему 17 лет, а самому старшему 54 года. Почти половина участников бассейна на данный момент обучаются в колледжах и вузах. Более 20% работают, и еще 5% совмещают с учебой работу, в то время как каждый пятый здесь находится в поиске новой карьерной траектории. Я учусь на переводчика и решила связать свою жизнь с IT, потому что знаю, что эта профессия более прибыльная в будущем и более перспективная. И поэтому я решила перейти сюда, потому что здесь бесплатное обучение плюс трудоустройство в конце обучения. Мне показалось это очень хорошей идеей, и я пришла сюда. Графический дизайнер, я бы хотела попробовать себя в этой профессии. Я знаю, что после интенсива будет такая возможность, и обязательно я ей воспользуюсь. Если ты общительный человек и более коммуникабельный, то обязательно все получится. Вообще, подобное обучение, мне кажется, очень даже хорошей идеей, потому что ты прикладываешь усилия, чтобы достичь своего, а не просто потребляешь готовый материал. Школа 21 стала местом притяжения для самых разных людей, творческих, целеустремленных и талантливых жителей СКФО. Заявки на участие в бассейн поступили не только из Ингушетии, но и из Ставропольского края, Дагестана, Северной Осетии и Чечни. Во время 26-дневного бассейна ребята погрузятся в учебную среду, максимально приближенную к реальным условиям работы в IT-компании, а также будут осваивать основы программирования на языке C, решать индивидуальные задачи и работать над групповыми проектами. Меня заинтересовал подход школы. То есть, во-первых, самое главное для меня, наверное, бесплатное обучение. А во-вторых, то, что нету лекций. Я довольно-таки нетерпеливый, и обычно хочется мне самому решать задачи вместе с друзьями, коллегами и так далее. И как раз платформа это позволяет. Тут платформа peer-to-peer, то есть равный к равному, и студенты вместе друг с другом
решают задачи, помогают друг другу и так далее. Базовые знания у меня очень маленькие. Я довольно давно интересовался разработкой, и вот когда услышал про данный проект, решил записаться. Какие-то, может быть, у меня есть там, несколько месяцев подготовки, но ничего серьезного. Академия цифрового развития и якорный на ее базе проект «Школа-21» от Сбера были открыты год назад. Важно отметить, что с тех пор наблюдается увеличение потока заявок на обучение от жителей республики, да и вообще интерес к образовательному проекту наблюдается в различных уголках страны. Это говорит о правильном формате обучения, практическом, живом и адаптивном. «Школа-21» в Магасе – это не просто обучение цифровым технологиям, это пространство, где человек переосмысливает себя. Все это стало возможным благодаря предпринимателю и меценату Микаилу Гуцериеву. Интенсив, да, действительно проходит на общих условиях. Здесь изучается основа языка программирования C. Это вот такая основа среди языков программирования в мире IT. Вместе с этим проходит и обучение по Linux и по другим интересным направлениям, которые точно потребуются в жизни любого программиста. Все участники, которые прошли интенсив успешно, а чаще всего проходят максимально заинтересованные, замотивированные и целеустремленные участники, уже получают возможность обучаться на основных потоках обучения в школе 21. У нас таких запущено 2 потока еще в прошлом году, и вот ближайший поток запустится в конце мая месяца. Там уже участники получают возможность выбирать направление, то, которое им понравится. Это будет либо разработка. Разработка – это полноценное обучение языкам программирования, написанию кода и так далее. Это может быть и неразработческая ветка, к примеру, такие как Data Science, либо бизнес-системная аналитика, либо информационная безопасность и другие направления. К слову, для участников отборочных бассейнов из других регионов открыт смарт-отель. Современный гостиничный комплекс предоставляет гостям уникальные условия для проживания, учебы и работы. Смарт-отель – это часть образовательного IT-кластера, в который входит Академия цифрового развития, Школа-21 и бизнес-акселератор Ингушетии. Они поддерживаются группой «Сафмар» предпринимателя Микаила Гуцериева при поддержке правительства республики. Я приехал с города Урус-Мартан обучаться в Магасе в школе 21. Я в том числе приехал со своими земляками. Мы не знали друг друга до, но познакомились. Школа 21 любезно поселила нас в общежитие. Волонтеры и сотрудники очень сильно помогают. Если возникает проблема там, с регистрацией, еще что-то, подходят, стараются помочь. То, что в том числе Гуцериев спонсирует такие мероприятия для молодежи, мне всегда казалось, это очень круто. Такие вклады очень нужны. Важно, что сейчас в школе 21 появилась возможность освоить IT-профессии, где не требуется писать код. Многие из тех, кто сегодня начинает свой 26-дневный путь в IT без опыта, через месяц уже уверенно смогут писать код, собирать команду, а кто-то станет настоящим тимлидом. Такие трансформации вдохновляют, а если кто-то не успел попасть на весенний бассейн или не сможет до конца его пройти, то всегда есть шанс попробовать свои силы вновь. Следующий отборочный этап стартует 23 июня. Заявку можно подать до 19 июня текущего года на сайте школы 21. К сведению, обучение занимает от 1,5 до 3 лет, а круглосуточный доступ к кампусам дает участникам полную свободу. Можно учиться в любое время и выстраивать собственный ритм. Благодаря поддержке предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева с каждым новым набором формируется новая культура обучения и профессионального роста в регионе, предоставляя жителям СКФО возможность получить востребованную IT-профессию. Тем самым Школа-21 в Магасе закрепляет за собой статус одного из самых динамично развивающихся IT-центров на юге страны. Адам Мережков, Султан Булгучев, Магас 24.